Если взглянуть в историю туркменского народа, то убеждаешься, что у народа богатейшее культурное наследие, которое берет свои истоки в глубине тысячелетий. Ярким примером тому являются собаки породы алабай, которые нашими предками доведены до наших дней. У всех животных, выращенных на туркменской земле, есть ласковые качества, близкие человеку. Туркмены содержали алабаев как преданное существо, настоящий друг, и до наших дней сохранили чистоту породы. Туркменский алабай – прекрасный вклад древнего угузского племени в мировую цивилизацию. Наш народ, как и скакуна, так и алабая, считает самым близким помощником, верным другом. На протяжении тысячелетий наш народ не жалел сил и труда для сохранения чистоты породы, воспитания алабаев. Сильные и смелые алабаи смотрят с настороженностью на посторонних и до последнего вздоха защищают своего хозяина и его семью. Чистокровные туркменские алабаи – национальная гордость туркменского народа. Туркменский алабай популярен во всем мире. Завоевавшие любовь своих хозяев алабаи – надежные защитники, и одновременно с этим алабаи – одни из самых древних видов и разводились для помощи чабанам. Изначально эта порода называлась туркменской гуюн-итлере. Свое современное название среднеазиатская овчарка получила примерно в 1938 году, но туркмены не называли их новым именем, они называли их алабаем. Несмотря на свои охранные качества, правильно воспитанная собака никогда не нападет на человека. Алабай предупредит непрощенного посетителя о своем недовольстве грозным рыком. Алабай гордый, уверенный в себе. Нужно заслужить его уважение, тогда он будет беспрекословно подчиняться. Учитывая сложную, доминирующую психологию алабаев, необходимо очень серьезно отнестись к их обучению. Хозяин должен являться для алабая безусловным лидером, поэтому следует пройти со щенками полный курс послушания. Алабаи хорошо относятся к детям, играют с ними и защищают их при необходимости. Изучение овчарки следует начинать с прекрасных врожденных качеств щенков. Благодаря им переживать о сохранности и неприкосновенности жилища или жилого двора не стоит. Это забота алабая. Туркменский алабай обладает положительными качествами, такими как чистоплотность и бережное отношение к окружающим вещам. Алабай хорошо переносит и жару, и холод. Для его содержания необходимо соорудить вольер и оборудовать его будкой. Алабай весьма неприхотлив в еде и, несмотря на свои параметры, потребляет немного пищи. Если алабаям готовить специальный корм, то они становятся еще более невзыскательными. Туркменский алабай – сложная порода, но если ее правильно воспитать, вы приобретете великолепного охранника, красивого, преданного и умного друга. Приучаясь к людям, алабай быстро создает круг своих, отличая его от посторонних. Если незнакомый человек захочет зайти во двор, алабай его просто не пустит. Поэтому все члены семьи, и дети, и до старших, любят содержать алабаев.
Наши предки всегда заботились о своих собаках. Алабай отличается сообразительностью, бесстрашием, дисциплинированностью, выдержкой и чуткостью. В течение веков выращивали сторожевые породы алабаев, волкодавы и пастушьи собаки. Национальные селекционеры вывели мощную породу, которая во время боя грудью может отразить удар. Эта порода отличается особой бдительностью, скоростью, преданностью хозяину. Селекционерами проводится соответствующая работа по сохранению чистокровной породы алабаев. Собаки породы алабай рассматриваются в качестве древнего наследия туркменского народа. Собака была излюбленным существом наших предков. О плодородности и благополучии этого года свидетельствует высказывание: «В год собаки сажай, а в год свиньи собирай урожай». В эпосе Огузнама рассказываются интересные эпизоды о верности собаки. Как повествуется, огузский правитель Думан-хан услышал беседу волков и собак. Волки совещались о ночном нападении на овечье стадо. Собака была против этого нападения и сказала, что будет охранять имущество чабана. Думан-хан, который знал об этом совете, совершил жертвоприношение, а курдюк жертвенной овцы дал собаке. Когда люди спросили причину этого решения, он сказал: «Отдав курдюк одного барана собаке, я снимаю с души заботу. Если собака не будет озадачена, то мы также будем беззаботны, и если собака будет сыта, тогда мы тоже не будем голодать». Ночью волки нападают на отару. Гарабарак, отогнав овец в ущелье, один бьется с хищниками и одерживает победу над противниками. Увидев это, общество еще раз убедилось, что собака – самый верный помощник человека.